Ингушетия присоединилась к молодежному межнациональному проекту «Маяки дружбы. Башни Кавказа-2017», который в этом году пройдет в 8 регионах. В рамках проекта с 28 июля по 14 августа студенты из Москвы, из КФУ, ЮФО посетят республики Северного Кавказа, где поучаствуют в восстановительных работах в регионах. Сегодня глава Республики Ингушетия Нузбек Евкуров встретился с руководителем проекта Русланом Гусаровым. По словам автора проекта, в Ингушетии группа «Орлы» из 20 человек уже ведет вспомогательные работы по сохранению архитектурного памятника в Горной Ингушетии. Ход реставрационных работ курирует Джейракско-Асинский историко-архитектурный природный музей-заповедник. Глава Ингушетии поддержал идею дальнейшего расширения проекта «Маяки дружбы. Башни Кавказа». При этом подчеркнул, что такие идеи позволяют устранить непонимание, также конфликты в межнациональных отношениях, и показывают другим регионам Кавказ с лучшей стороны. Всю его многовековую историю и красивые традиции народов СКФО. Подробнее о проекте расскажет Мадина Пугоева. Помогать, познавать, рассказывать, дружить! Еще вчера погода в горах была пасмурная, а уже сегодня словно благоприятствует плодотворному труду. С самого утра волонтеры заняты полезным делом. Ильдар и его команда помогают реставрировать башни. На башенном комплексе мы укрепляем фундамент башни, потому что он потрескался, там трещина большая из-за того, что дожди и ветры размыли основание башни. В основании там лежала обычная земля, обычный горный грунт. Естественно, из-за воды он размывается. Сейчас мы проводим работы по укреплению, по бетонированию этого основания. Пока девушки приводят в порядок территорию вокруг родовых башен, парни помогают строителям реставрировать памятники архитектуры. Дружно, весело и сплоченно каждый из ребят носит свою лепту в сохранение исторических достопримечательностей. Чем мы конкретно сегодня занимались, так это перетаскивание камней. Вот, ниже работают рабочие, которые занимаются кладкой. Вот, мы им подносим раствор. Ощущения от этого только положительные. Появляется, скажу так, гордость даже за то, что ты участвовал. Ты через года сможешь сказать, что ты вот положил камень в эту башню. То есть ты когда-то заложил и свой кусок, часть своей души в эти постройки. Александр одной из первых откликнулся на предложение принять участие в многонациональном проекте. Желание познакомиться с новыми людьми, наладить контакты и заодно принять участие в полезном деле сыграло свою роль. И, как оказалось, не зря девушка мечтала увидеть воочию музей под открытым небом. О том, что именно Горная Ингушетия богата древними памятниками архитектуры, Александра даже не подозревала. Я давно хотела попробовать себя в роли волонтера, и когда увидела, что можно записаться, попробовать поучаствовать в этом проекте, я сразу подала заявку. Я еще сомневалась, возьмут ли меня, но меня взяли. Я очень рада, что я сюда приехала. Мне очень нравится природа, которая здесь, и очень понравились люди, все очень дружелюбные, особенно местные жители очень доброжелательные. Сначала ребят угостили местными арбузами, а после плотным обедом в лагере Эрзи, который располагается в одном из живописных мест Горной Ингушетии. Сразу после перерыва участники проекта «Маяки дружбы. Башни Кавказа» снова направляются к памятникам архитектуры. Им предстоит поближе познакомиться с историей ингушского народа. Первый на очереди – древнехристианский храм Тхаба-Ерды. Экскурсовод подробно рассказывает об особенностях его расположения. Сам храм расположен в центре соединяющихся всех ущелий. Вот в этом ущелье можно дойти в сторону Ангушта. С этой стороны уже Таргинская котловина, с той стороны, со стороны Волнушек тоже находится очень много селений, Оздик и остальные. Рядом с храмом по этой ущелье в сторону Цори мы можем добраться до Ни, Пялинга, самый отдаленный центр горской части. Вот. Красоту этих мест не передать ни словами, ни через объектив телекамеры. Когда проходишь сквозь руины и прикасаешься к стенам, которым исполнилось уже несколько тысячелетий, невольно переносишься назад в прошлое, отмечают участники. Я восхищен тем, что, несмотря на небольшую площадь, Ингушетия просто перенасыщена такой красотой гор, этих фамильных башен, этих комплексов. И действительно, это один из самых главных поводов поехать на данное мероприятие. Амина также приехала из Кабардино-Балкарии. В своем вузе она изучает молодежную политику. Девушка стремится познавать и знакомиться с культурой, бытом, традициями и обычаями народов Кавказа. А потому участие в проекте «Маяки дружбы. Башни Кавказа», признается она, лучшая возможность пополнить багаж знаний. Так как я сама с Кавказа, мне очень интересны здешние традиции, культура. Наш гид Умар Богатырев, он
рассказывал очень интересные истории. То есть свадебные обычаи, там, традиции. В общем, вчера был только первый день, и мы узнали совсем малую часть. Ряды активистов в этом году заметно пополнились. В проекте «Маяки дружбы башни Кавказа» принимают участие уже 8 субъектов СКФО. Расширена и сама программа, поэтому второй слет участников проекта обещает быть насыщенным. Там взрослые люди настояли или получилось так, сложились обстоятельства, что ребята приняли участие, и сейчас они не жалеют, они сейчас говорят: давайте на следующий год приедем этой же компании именно сюда. То есть подружились здорово, и ребята рассказывают нам о своей культуре, и мы действительно, наверное, глубже, наверное, мы сейчас даже тоньше понимаем те вещи, которые раньше нам казались какими-то непонятными, когда со стороны смотришь. До закрытия второго слета у участников проекта «Маяки дружбы башни Кавказа» 5 дней. За это время ребята смогут поближе познакомиться с главными достопримечательностями Горной Ингушетии и заодно внести свою лепту в сохранение исторически значимых объектов Джайрахского района республики. Мадина Пугоева, Ахмед Баркинхоев, Новости 24.